день. Э, Искренне рада тому, что меня позвали на участие в этой конференции. Всегда интересно познакомиться с тем, как на сегодня, какова ситуация с доступной средой на территории стран бывшего СНГ. И я хочу сказать, что вчера я в Фейсбуке посмотрела ролик, который был подготовлен, ну, видимо, подготовлен к этой неделе, который касается создания универсального дизайна. И могу сказать, что это прямо такой замечательный ролик, что, посмотрев на него, я даже подумала, что нового я могу рассказать людям, которые уже настолько глубоко и тонко понимают идею универсального дизайна. Но сначала скажу немножко историю, откуда появилось понимание «доступная среда, универсальный дизайн», а потом мы начнем презентацию. Надеюсь, что еще люди подтянутся. Современный мир стал другим. В обществе появился запрос на удобную, комфортную, дружелюбную среду, ориентированную на интересы самых разных людей. И мы стали использовать новые термины, такие как доступная среда, специальный дизайн, универсальный дизайн, маломобильные граждане. Но при общении часто выясняется, что мы вкладываем в эти слова разные понятия. И это мешает нам понимать друг друга, договариваться с властью, со строителями, застройщиками, с чиновниками, как мы часто говорим, договариваться и строить совместные планы. И цель моей лекции как раз дать понимание этим терминам. В России на сегодня нет науки по универсальному дизайну официальной, фактически нет учебников, есть лишь знания принципов, которые были разработаны в США и в других странах. Пользовалась я отдельными материалами выступлений иностранных специалистов, участвовала в конференциях, в обучающих семинарах. Ну и вот в результате сегодня я вам на лекции дам свое понимание универсального дизайна. Если вдруг вы попадете на лекцию другого эксперта, то вполне возможно, что наши представления будут различаться, потому что каждый пока эксперт формирует свое видение, свое понимание, наука развивается, потому что она достаточно молодая. Почему вдруг неожиданно появился запрос на создание, на именно сначала на доступную среду, а затем на универсальный дизайн? В 20 веке человечество пережило две трагедии, это две мировых войны, в результате которой инвалидами по разным оценкам стало около 30 миллионов человек. И все эти люди стали возвращаться к нормальной жизни, и оказалось, что мир не приспособлен для них, и им приходилось начинать жить совершенно в новых для них условиях, где они чувствовали себя неравными. Интересно то, что в тот момент как таковой не было категории инвалиды-колясочники. Связано было это с тем, что люди, которые получали серьезные травмы, они просто умирали. Для них совершенно не было условий. Инвалидных колясок тогда, в принципе, не существовало. И это была некая роскошь для особенных людей, ну, для отдельных людей. И они были не предназначены для самостоятельного пользования. Нужно, чтобы кто-то их толкал. Извиняюсь. Лишь в 1933 году было впервые запущено серийное производство инвалидных колясок, и за счет этого класс людей на колясках начал формироваться. Но в 1933 году это первый серийный выпуск колясок. Война Великой Отечественной в Германии закончилась в 1945 году, и, соответственно, в Германии часть граждан была на стороне Гитлера, воевала, часть воевали против, это были антифашисты, и фактически вся Германия тем или иным образом участвовала в войне. Задача Германии была в короткий срок обеспечить условия для людей, которые пострадали на войне, чтобы они были включены в эту жизнь. Сделать это можно было только путем сегрегации. Поэтому Германия изначально не строила универсальный дизайн. Она создавала доступную среду, она создавала сегрегацию. Они строили дома для ветеранов и инвалидов, размещали их в больницах особо тяжелых,
создавали специальные производства, строили специальные жилые дома. И вот компания, известная компания Майра немецкая, в которой работали люди на колясках и сами производили коляски, это все как раз движение к тому, чтобы создать условия для новой категории людей с инвалидностью, это инвалиды на колясках. На сегодня в Германии, ой, извиняюсь, горло отвыкает от работы на высоких тонах. На сегодня в Германии, скажем, нет повсеместной доступной среды, потому что значительная часть жилых домов – это четырехэтажные недоступные жилые дома без лифта, которые были с маленькими квартирами, которые были придуманы именно в Германии, и затем Хрущев их скопировал и начал строить в Советском Союзе, достроили лишний 5-й этаж, они также были без лифта, и они получили название хрущевки. Поэтому Германия, условно говоря, сейчас застроена хрущевками. Высокого качества доступность создана на сегодня в общественных пространствах, в социально значимых общественных учреждениях. И на сегодня Германия поставила задачу двигаться уже по пути универсального дизайна. В Америке самое большое количество людей с инвалидностью дала война во Вьетнаме, которая длилась 20 лет. Закончилась она полностью в 1975 году, но люди с инвалидностью появлялись в течение всей войны, и число их было значительно. В целом в войне во Вьетнаме воевало около 300 тысяч солдат и офицеров. И, соответственно, опять-таки, именно люди на колясках стали активно бороться за свои права, потому что если остальные категории людей с инвалидностью испытывали сложности, то люди на колясках, они понимали, что на этом жизнь их закончилась. Они не могут за свой счет или своими силами как-то преодолевать барьеры. Если человек на инвалидной коляске еще большого веса, никто не будет его таскать целый день, чтобы вынести его из квартиры, из дома, занести его в какое-то общественное здание, занести его, то есть таскать его на себе, это, конечно, невозможно, это не маленький ребенок. Поэтому колясочники возглавили это движение. Но надо сказать, что это движение американское, оно было все-таки коллективно, в него влились и люди с инвалидностью других категорий, поэтому это было коллективное движение, и именно поэтому в США началась борьба за доступную среду повсеместно, и родилась как раз идея универсального дизайна, потому что все-таки это был не 1933 год, когда появились массово, то есть серийный выпуск инвалидных колясок, это был все-таки уже 1975 год, это уже была сформированная категория людей на колясках, и вокруг нее объединились и остальные инвалиды с другими категориями, которые тоже стали совместно бороться за свои права, они захватывали Капитолий и добивались, чтобы был подписан закон о доступности для людей с инвалидностью. Но сейчас, так сказать, мы перейдем уже конкретно к презентации, и я буду... Так, мне нужно включить демонстрацию экрана. Так, я запустила демонстрацию, но я ее не вижу. Так, не поняла. Подскажите мне, звук включите. Видна моя демонстрация экрана или нет? Нет, видно. Вот теперь, да, можно развернуть на весь экран. Так, сейчас я разверну, да. Так, а вот хотела еще чат включить. Как это сделать, чтобы он у меня на экране... А чат вы видите на моем экране или нет? Нет, мы видим только презентацию. Это хорошо тогда, спасибо. Так, секундочку тогда. Значит, я начала заниматься доступной средой в 1999 году в Екатеринбурге, когда в России фактически не было такой работы, только вышел новый закон, и, соответственно, начинали фактически работу с нуля.
Первая книжка у меня называлась в 2001 году, она вышла, и фактически это была, ну, наверное, одна из первых книг, практическое пособие, как именно создавать доступную среду. Она называлась «Доступная среда глазами инвалида». Вот она зелененькая. Она везде есть в интернете, и за все эти годы она просто, ну, разбежалась по всему интернету. Кстати, в то время, когда я писала, интернет только начинал появляться, и она стала базовой вообще для создания доступной среды. В 2001 году мы в Екатеринбурге уже выпустили вот эта книжечка справа, тоненькая такая, светло-голубая. Это был первый справочник-путеводитель по городу для инвалидов-колясочников. То есть в 1999 году мы начали работать, и уже в 2001 году в мае месяце вышел первый путеводитель. В 2005 году вышел второй путеводитель. Параллельно у нас было много проектов, такие как, например, внедрение идеи инклюзивного образования. Мы тоже были лидеры в этом направлении в Екатеринбурге и в стране где-то. Вместе с группой других общественных организаций. И в 2013 году вышла книга «Доступная среда и универсальный дизайн глазами инвалида. Базовый курс». То есть я все-таки поняла, что книг никаких нет, и нужно написать все-таки такой своеобразный учебник, и он действительно стал таким популярным, но на сегодня, к сожалению, он весь тираж распродан. Значит, в чем трудности перевода? То есть когда мы говорим, что да, в середине прошлого века в Европе и США, Япония также стало разрастаться движение, которое называлось «без барьеров», они использовали слово accessibility, то когда мы слышим это слово на иностранном языке, наши переводчики переводят его как «доступность». На самом деле это разные понятия, почему на конференциях так сложно даже экспертам иностранным и экспертам российским и на территории СНГ понимать друг друга, потому что мы по-разному это понимаем, и это очень чувствуется. То есть accessibility английско-американское – это недоступность в нашем понимании. То есть доступность, так как все-таки эта борьба была все-таки в первую очередь за физический доступ, то в США вот accessibility, они еще используют слово как недоступность, а доступный дизайн, по аналогии с универсальным дизайном. США это определяет, что это некие минимальные стандарты, строительные там нормы и правила и другие, которые фокусируются только узко на конкретных пользователях, у которых есть физические ограничения, и в первую очередь особенно именно на инвалидных колясках. Потому что устранение физических препятствий для людей с инвалидностью – это очень долгий путь, это капитальные сооружения, быстро это решить нельзя, поэтому чем быстрее общество начинает этим заниматься, тем, ну, то есть в этот момент уже начинаются какие-то очень медленные изменения, которые будут длиться очень долго. Поэтому все-таки доступный дизайн – это в первую очередь речь идет об устранении физических препятствий. Поэтому, когда мы говорим о создании доступной среды, понятно, что в первую очередь это было во всех странах. В первую очередь возникали пандусы, и даже международный символ инвалида – это все-таки опять-таки инвалид на коляске, потому что самая сложная категория, которая на нее будут расходоваться большие средства. И как бы не было немножко как-то ну, обидно другим категориям людей с инвалидностью, почему говорят все время о колясочниках, это определяется именно сложностью подхода в решении, в удовлетворении их потребностей и вот их особенностей. Программа «Доступная среда» в Российской Федерации, она учитывает интересы отдельных категорий людей с инвалидностью, и если мы открываем паспорт доступности учреждения, не знаю, есть эти паспорта в Казахстане или нет, там в паспорте на сегодня выделено 5 категорий.
Это у нас, несмотря на то, что опорно-двигательный аппарат – это в том числе люди на креслах-колясках, тем не менее кресло-колясочники – это отдельно. Опорно-двигательный аппарат с нарушением зрения, с нарушением слуха, с ментальными нарушениями. Я знаю, что вот услышала на конференции, что у вас 8 уже категорий. В России тоже были разработаны новые формы паспортов доступности, где определено 8 категорий, но на сегодня эти формы не утверждены, поэтому как бы пока вот такой вариант. И, соответственно, раз категории людей с инвалидностью разные, то, соответственно, и подходы к формированию безбарьерной среды, они будут разные в зависимости от вида физические это ограничения или какой-то вид сенсорных ограничений. А вообще создание доступной среды означает устранение барьеров. Опять-таки в разных странах по-разному формулируют барьеры. Но вот в России пока принято, что это в первую очередь опять-таки физические или материальные барьеры. Опять-таки слова пандусы, поручни и так далее. Информационные барьеры – это невозможность прочитать информацию людям с сенсорными нарушениями или, например, с чем мы столкнулись в первые годы. Я считала, что если мы создали в здании физическую доступность в каком-то торговом центре, то больше проблем особых нет. Главное, чтобы это было, а найти всегда найдут. И потом мы столкнулись с тем, что люди на колясках приезжают в новый торговый центр и не могут найти доступный вход, потом не могут найти туалет, лифт, и приезжают возмущенные и начинают в социальных сетях писать о том, что построили новое здание, а никакого доступа нет. И оказывается, что информационное сопровождение доступной среды, физической доступной среды, очень важно, чтобы были указатели, потому что потеря времени – это тоже ограничение, и это тоже неравные возможности. Что такое операционные барьеры? Это, скажем, например, э, в автобусе есть откидной пандус, но при этом водитель не выходит и его не откидывает, не помогает человеку на коляске попасть в автобус, потому что он не знает, как это делать, либо нет инструкции, либо, например, в здании для доступа установлена подъемная платформа, приезжает инвалид на коляске, но при этом ее не могут запустить, потому что не знают, кто за это отвечает. Как это сделать? Получается, по формальному признаку физическая доступность, условно говоря, создана, но при этом человек не может попасть в здание. Это вот есть, называется, операционный барьер. Коммуникационные барьеры – это сложности, то есть в том числе психологические, это как общество относится к людям с инвалидностью, как они их воспринимают, умеют ли они общаться на том языке, на котором общается человек с инвалидностью. И еще влияют стереотипы. Как они влияют? Например, есть такой стереотип в обществе, что давайте мы будем заботиться о людях с инвалидностью, но относиться к ним, опекая их. И очень часто к людям с инвалидностью относятся как к пассивным потребителям услуг. Сами люди с инвалидностью хотят быть активными и равноправными гражданами. Сейчас я вам как бы попрошу вооружиться клавиатурой и ответить на такой вопрос в чате. Мне интересно будет. Значит, предположим, построен или реконструируется киноконцертный какой-то зал или театр, предусмотрен полный доступ, то есть, как всегда, с точки зрения инвалидов на коляске сделаны пандусы, туалеты, все внутри доступно, даже выделены специальные места для инвалидов, но при этом какая зона в театре или в киноконцертном зале, как правило, остается недоступной для инвалидов на коляске. Вот напишите в чате, мне просто интересно, вспомните вы эту зону или нет, потому что я каждый раз, когда появляется такой объект, говорю: нет, вы забыли важный момент. Мы такие же, как все, и мы хотим куда еще попадать. Давайте подключайтесь. Подсказку дала. Да, выход на сцену. Значит, выход на сцену постоянно, ну, то есть у меня так в жизни получалось, что я выходила на сцену. Мы там
пели, выступали. Спортсмены, вот это Киев, где были, награждали участников соревнований международных. Я занимаюсь спортом. И на сцену, да, награждали, нашли реабилитационный центр в Киеве, где как раз есть пандус на сцены. На сцену можно попадать самыми разными путями. Можно через вход, который для артистов служебный, можно прямо из зала. Но самое главное, что когда иногда бывают такие железные металлические лестницы ведут на сцену, и там очень сложно идти тем, кто ходит на костылях, на колясках нести человека достаточно опасно, потому что сами волонтеры не могут споткнуться, очень неудобно, такие узкие лестницы. В общем, вот сейчас следим за тем, чтобы на сцену, на любой подиум обязательно был доступ. Значит, такой еще вопрос, который хочу вам задать. Очень часто мы слышим такой лозунг: то, что удобно для людей с инвалидностью, удобно для всех. И адаптация среды повышает уровень комфортности среды для всех жителей. Давайте создавать удобства для людей для людей с инвалидностью, не обязательно с колясочниками, и при этом будет хорошо всем. Вот так это или не так? Напишите мне, пожалуйста, да или нет. Да, если вы считаете это так. Нет, если считаете, что нет. Не знаю, если вы не знаете, как ответить на этот вопрос. Вот тоже 2 ответа. Спасибо, да, не совсем. Вот как раз хочу показать, что насколько сложный мир. Когда то есть мы все живем в едином общественном пространстве. Когда общественное пространство начинает меняться с учетом какой-то категории людей, происходит изменение. И в этот момент это тем или иным образом влияет на других людей. Если вы у себя в квартире возьмете, кто-то у вас из семьи возьмет и поставит стул напротив входной двери, вот возьмет и просто поставит ребенок, то сразу возникнет неудобство у остальных членов семьи, что стол мешает, например, заходить в квартиру. Любое изменение вызывает какую-то ответную реакцию. Вот смотрите, что происходит. Вот в Сочи перед Олимпиадой и Паралимпиадой в 2013 году стали готовить город к этому большому событию и поставили задачу: создаем доступность. Вот мы видим, был магазинчик, не самый удобный, скажем, вход, такие ступеньки тут, ну, перила были. В общем, люди пользовались магазинчиком. Что делает собственник? Бросает непонятные вот эти вот направляющие, которые в России называют швеллера. Непонятно вообще для кого оно. Для детских колясок это не очень подходит. Колес у них в разных плоскостях. Потом даже если поднять по первым направляющим, то на промежуточной площадке каким образом там коляска развернется. То есть это сделали для галочки. Никакой пользы от этого нет, но при этом не дают возможность сейчас обычным гражданам заходить по этой лестнице и пользоваться магазином. Я думаю, что достаточно быстро это все убрали, потому что иначе магазин просто несет потери, люди тут переломают себе ноги. Или же говорят, что доступная среда – это же о людях инвалидности, говорят все остальные жители, и говорят, что меня это никак не касается, давайте будем заботиться о них. Я как жил, так и жил, как бы мне это не интересно. Но у нас пространство-то общее. В какой-то момент житель может выходить из своего подъезда и обнаружит вот такой пандус. Я вживую видела такие пандусы, стационарно установленные, правда, не такие длинные, а прямо по лестнице, вот на такой узкой лестнице инвалид на коляске прибивал себе вот эти швеллера. И жители с ним конфликтовали, говорили, что так не может быть. И даже случилось так, что пожилая бабушка шла вот между этих направляющих, споткнулась и сломала ногу. И как бы конфликты были серьезные. Я объясняю человеку на коляске, что ты не можешь этого делать, потому что это мешает всем остальным жителям. Данный пандус видно, что он откидной, он откидывается к стене, и тем не менее даже вот такое решение не всем нравится, особенно родителям с маленькими детьми. Есть некий страх, что эта конструкция может упасть или травмировать кого-то. В общем, получается, что если у нас общее пространство, то изменения приводят как к
к позитивным, радостным изменениям, когда люди видят, что появились перила на лестнице, которые появились из-за одного конкретного человека с инвалидностью в этом подъезде, тем не менее это удобно всем. Появление пандуса всех тоже очень радует, удобного. Но есть изменения, которые неудобны остальным жителям. Получается, что создавая доступность для одной категории инвалидов, нельзя создавать препятствия для другой категории, и в том числе для людей без инвалидности в обществе, которым это, в принципе-то, и не надо. Причем эти конфликтные ситуации могут происходить даже внутри одной категории инвалидов, когда, например, делают таблички шрифтом Брайля для людей, которые не видят, но при этом есть поздно ослепшие люди с инвалидностью, которые не знают шрифта Брайля, говорят, что шрифт Брайля нас не устраивает, нам нужны другие подходы. Получается, что нужно учитывать разнообразие пользователей. Почему так получилось, что среда для нас некомфортна? Вот эта картинка из Канады, которая показывает о том, что раньше весь мир все строил и созидал с учетом, ориентировался на некого стандартного условного человека. Был определенный его рост, его размеры, все его характеристики и параметры. И вот слева как раз показан вот этот вот стандартный человек. Ну и, наверное, вот этот первый человечек, который стоит справа, это как раз некий такой прообраз стандартного человека. Но если мы посмотрим на самом деле, какое у нас общество, оно совершенно разное. Есть люди высокого роста, есть низкого. Есть полные, есть худенькие. Есть люди, у которых в руках там тяжелый груз, кто-то ходит с палочкой, у кого-то ребенок на руках, есть на коляске. Человек на коляске, вот мы сразу видим, насколько он выделяется среди всех остальных людей. Почему-то и символом международным стал именно знак инвалида на коляске, но он заметный, его инвалидность сразу видна. Есть люди, у которых есть животное, это тоже некоторая особенность. И получается, что этот некий мифический стандарт, стандартный человек, вот если поискать во всем обществе, то фактически-то его нету. Его придумали, создали, а люди-то все разные. И получается, что когда мы ориентируемся на некого стандартного человека, то то, что мы создаем для некого среднего пользователя, оно не оптимально для подавляющего большинства. И нет среди нас таких вот стандартных среднестатистических. И поэтому в мире появился запрос на то, чтобы разрабатывались решения, которые бы подходили для всех пользователей. Исходя из того, что есть некоторый стандарт, возникло вот это понимание, что есть стандартные люди, а есть нестандартные. Нестандартными стали люди с ограниченными возможностями. Это как раз те, которых отнесли к категории людей с инвалидностью. Но при этом они говорят, что если мы с ограниченными возможностями, то получается, что все остальные, они с безграничными возможностями. И если обычные люди стандартные, то есть они как бы соответствуют некой нормали, то мы нестандартные или ненормальные, вот такая как бы игра слов. И начало меняться понимание того, кто такие люди с инвалидностью, и новая философия говорила о том, что у человека с инвалидностью другие возможности, но другие не значит плохие. То есть любой человек имеет какие-то ограничения, не только люди с инвалидностью. Например, если человек занимается дайвингом и пользуется аппаратом для погружения в воду, в этот момент он является ограниченным, но никто же не называет его инвалидом. Или космонавт, который пользуется скафандром в космосе, его же никто не называет инвалидом. И самое интересное, что когда-то, то есть я провожу авторские семинары, тренинги, и на одном из семинаров мы начали обсуждать, кто такие люди с инвалидностью. И когда стали говорить, что это люди, у которых нет там руки, ноги, нет рук, нет ног, и пришли к идее о том, что в русской народной сказке есть прямо символ настоящего полноценного инвалида. Это колобок.
колобок, у которого нет ничего, кроме головы, может быть, даже у него какие-то еще ментальные нарушения, тогда вообще прям стопроцентный инвалид. Но если вы любого ребенка зададите ему вопрос в детстве, а кто такой колобок? Колобок для него – это колобок, катится и катится, живет своей жизнью, но ни один ребенок не назовет колобка инвалидом, хотя на самом деле по всем характеристикам колобок – это самый настоящий прямо символ людей с инвалидностью. Поэтому ситуация сейчас меняется, отношение к людям с инвалидностью меняется, и говорят, что нужно не реабилитировать человека с инвалидностью, а нужно в первую очередь, его тоже надо реабилитировать, но в первую очередь основные проблемы находятся в окружающей среде, которая не учитывает потребности разных людей. И изначально создание доступной среды шло каким путем? Да, мы начинаем ориентироваться на интересы разных людей, не только на стандартных пользователей, и брали, например, существующий уже проект и его доделывали с учетом разных людей. То есть нужны колясочнику доступ, вот вам, пожалуйста, пандус, мы его подклеим к существующему проекту. И постепенно приходило понимание того, что такая адаптация – это уродство некоторое, а самое главное, что инвалиды слишком дорого обходятся обществу, и, как всегда, это те люди, которые на колясках. Вот пример из России. Это поликлиника стоматологическая, и вот ее, ну, то есть вот так фактически такие проекты стали появляться, но это на самом деле была адаптация. Если мы видим, здесь идет первый подъем пандус, потом не видно, что пандус идет к стене здания, потом он разворачивается обратно, и потом он снова поднимается уже наверх, при этом уклон у него достаточно большой, потому что перепад большой. Все это выглядит как такая большая груда металлолома, но надо сказать, что дизайнерски это все-таки как-то более-менее подчеркнуто вот той эвакуационной лестницей, которую мы видим сзади, и получается, ну, прямо очень много металлолома. И понятно, что, глядя вот на это, не у каждого собственника или у государства возникнет желание вот так адаптировать каждое здание, учреждение, что это прям некрасиво. На самом деле нужно понимать, создание комфортной среды предполагает необязательную обеспечение физической доступности здания. Это не сама цель. Если изначально в нормах зарубежных писали об обеспечении физической доступности здания, то уже в конце 90-х годов, где-то в 2000 году, я увидела, что у Великобритании появилась фраза «обеспечение доступности услуги». Это меняет вообще подход. Что можно было бы, например, в этой ситуации решить? Не надо было громоздить всю эту конструкцию, потому что на самом деле земля очень дорого стоит, и если учесть стоимость земли, под которой находится пандус, то это еще дорого, потому что налоги на недвижимость возрастают, потому что площадь пандуса, она тоже начинает входить в площадь земли учреждения. Нужно было это учреждение переселить в другое здание, либо построить для него новое здание, потому что это социально значимый объект, либо как промежуточный вариант для людей на колясках или тому, кому тяжело подниматься по такой по конструкции, по крайней мере, организовать обеспечение услуги в другом здании, где такой доступ есть. И говорили, что вот начали говорить о том, что для инвалидов на коляске слишком дорого, давайте как-то немного точечно делать, какие-то специальные места создавать. Но если посмотреть шире, на самом деле ведь то, что делается для инвалидов на коляске, этим будет пользоваться огромное количество людей. И как говорили в начале конференции, что инвалиды на колясках – это своеобразные адвокаты всего общества, которые продвигают и лоббируют интересы всего общества, и это общество потом пользуется этими же удобствами, которые созданы для, казалось бы, узкой категории людей, поэтому на самом деле это не так дорого. И в связи с этим, для того, чтобы показать, что это касается не только конкретной группы инвалидов на коляске, появилось в России такое было понятие, как маломобильная группа населения. В него вошли не только инвалиды, это были и люди преклонного возраста, временно нетрудоспособные, которым сломали руки-ноги, беременные женщины, люди с детскими колясками, дети дошкольного возраста.
На сегодня уже вышли у нас новые нормы в 2020 году, и туда уже добавили людей с крупногабаритными вещами, грузами. Если широко посмотреть, так это велосипеды и дети, и взрослые на роликах. И если мы так будем развивать дальше, то мы постепенно приходим к идее универсального дизайна. Как выясняется, в общественном пространстве у каждого человека есть какие-то потребности, которые нужно обязательно учитывать. Например, женщины на каблуках, на шпильках, у них тоже есть свои потребности. Вот перед магазинами вот эти грязезащитные решетки, которые установлены, на многих магазинах сделаны вот такие специальные дорожки, чтобы женщина на каблуках могла зайти в магазин и выйти вот перед большими магазинами, продуктовыми торговыми центрами, везде такое есть. И вот эта идея, как бы Рональд Мейс, который был в свое время, переболел полиомиелитом, был архитектор, боролся как раз за права людей с инвалидностью. Он возглавлял организацию «Среда без барьеров» и начал активно отстаивать права людей с инвалидностью. Он в 80-х годах предложил термин «универсальный дизайн», и с группой архитекторов они дали определение новому этому понятию и сформировали принципы. Сразу хотела сказать, что дословно переводимое с английского слова «универсальный дизайн», universal design, оно не совсем корректно передает истинную суть термина на русском языке. Для людей дизайн – это они его воспринимают как интерьерный дизайн. Сделайте мне красиво. Давайте купим красивые обои, давайте купим красивую мебель. В английском языке это совершенно другое значение. Да, первое значение – это дизайн, рисунок, узор, а дизайн – это такое зонтичное общее понятие, в которое входит и разработка, и проектирование, и конструкция, и строительство. Это все называется словом дизайн. Поэтому по-русски это должно было бы как бы в длинном переводе это был бы универсальный подход к проектированию или универсальная доступность. Именно надо так понимать, а то многие это воспринимают именно все-таки как интерьерный дизайн. И кроме того, вы можете встретить, что в мире универсальный дизайн используются другие слова-синонимы, так как это новая наука, и в каждой стране пытаются сформировать какое-то свои определения. Например, дизайн for all, дизайн для всех, это Барселона, Испания. Инклюзивный дизайн, inclusive дизайн, это Великобритания. Человекоориентированный или в переводе иногда человекоцентрированный дизайн – это Соединенные Штаты Америки, Бостонский институт такой известный есть. Есть еще такое выражение, как полноценный дизайн. На самом деле это все как бы слова-синонимы. Идея универсального дизайна заключалась в том, что давайте изначально сделаем так, чтобы было удобно и хорошо всем. И эта идея касается именно в первую очередь нового строительства. Как при новом строительстве учесть интересы всех людей. Когда мы говорим о доступной среде, то в этот момент доступная среда, как вот в российских нормах, мы рассматриваем, что мы сделали отдельно для колясочников, отдельно для инвалидов по зрению. То есть мы, условно говоря, пришли в общественные организации инвалидов и спросили, что вам надо. И с учетом вот их списка мы сделали для каждого, как это было удобно. Но мы видим, что в этот момент возникают некоторые конфликты уже, а на самом деле нужно сразу же учитывать интересы всего общества. Вот универсальный дизайн – это доступная среда для всех. Это учет интересов на старте, интересов всех жителей. Изначально делаем максимально удобно, чтобы в дальнейшем не переделывать. Если доступная среда, это часто, ну, то есть это и адаптация, и реконструкция, и там допускается создание доступности с учетом посторонней помощи, те же, например, подъемные платформы, где инвалид не может сам подняться, он должен вызвать человека, который включит ему платформу, поможет, то универсальный дизайн изначально ориентирован на независимую, самостоятельную, автономную жизнь людей с инвалидностью. Людей, в том числе вот людей с инвалидностью. Поэтому в немецких нормах прямо записано, что в новом строительстве запрещено использование подъемных платформ. Подъемная платформа не имеет никакого отношения к самостоятельной независимой жизни. Это точно так же зависимость от человека, который либо придет, либо не придет, либо включит, либо не включит.
В Конвенции о правах инвалидов сформулировано вот это определение, которое разработала группа под руководством Рональда Мейса, оно внесено как раз в Конвенцию о правах инвалидов. И нужно понимать, что универсальный дизайн, как я говорила, это зонтичное понятие. Оно касается всего, что есть в нашей жизни. Это предметы, обстановки, любые программы, любыми услуги. Все, с чем мы касаемся в жизни, все это касается универсального дизайна. И нужно изначально создавать пригодными для всех людей с учетом разнообразия, и чтобы при этом не было специального дизайна. То есть мы должны сделать так, чтобы потом не переделывать и что-то не добавлять с учетом какой-то категории людей с инвалидностью. То есть не надо заводить туда специальный дизайн и не надо адаптировать. Но при этом универсальный дизайн в определении сказано, он не исключает системные вспомогательные устройства для конкретных групп людей с инвалидностью там, где это необходимо. В чем заключается эта идея? Как бы мы ни старались пытаться учесть все интересы, но у нас максимально учесть, у нас все равно останется, как правило, остается небольшая группа людей, для которых вот эта универсальная технология не подходит. И если мы дальше будем двигаться в сторону интересов этих людей, то это будет слишком чрезмерно дорого, неадекватно и неразумно. И в этот момент мы переходим на вспомогательные технологии. Вспомогательная ассистивная технология, она работает только на личном уровне конкретного человека, и конкретному человеку помогает преодолеть сложности, которые некоторые испытывают, когда они попадают в атмосферу универсального дизайна, но при этом у них все равно есть сложности. Например, вот такой пример. Есть семья, в которой есть дети, и есть пожилая бабушка, которая со временем начинает плохо слышать. Но бабушка любит смотреть телевизор. В телевизоре уровень громкости можно сделать любого. То есть он может быть настолько громким, что услышат соседи. В какой-то момент бабушка начинает включать звук все громче и громче, потому что звук ослабевает. То есть у нее слух ослабевает. И в некоторый момент приходят остальные члены семьи и говорят, так, что-то тут не то происходит. Конечно, это хорошо, что ты хорошо слышишь там свой любимый сериал, но это мешает всем остальным. И бабушке предлагают надеть наушники. Когда у нее уже слух будет настолько плох, что она будет уже совсем плохо слышать, то она будет использовать слуховой аппарат, то есть ассистивные технологии. Вот это пример, что телевизор, он универсальное устройство, он подходит для всех, и он универсален даже в том, что бабушка может воспользоваться наушниками, там есть такое отверстие. Но при этом как бы все не было комфортно, но бабушка как бы переходит на ассистивные технологии. Универсальный дизайн, конечно, самый яркий пример – это автоматически открывающиеся двери, отсутствие порогов. И мы даже видим, что коврики, которые уложены в тамбуре, они сделаны заподлицо, ровненько, для того, чтобы никто не спотыкался, и всем было удобно. Интересно то, что очень многие технологии в мире изначально были придуманы только для людей с инвалидностью, то есть они являются неким двигателем общественного прогресса, создавая устройства, ориентированные на их, ну, как в обществе говорят, ограничения, в этот момент общество получает какое-то новое качество. И специальные технологии для инвалидов неожиданно могут стать со временем универсальными технологиями для всех, то есть технологиями от специального дизайна, технология перейдет в статус универсального дизайна. Например, стеклоподъемники в немецких автомобилях, когда можно нажатием кнопочки поднять или опустить стекло в автомобиле, были придуманы изначально для как раз ветеранов войны, инвалидов, у которых плохо работали руки. Но тем не менее, если вы сегодня, обычный человек придет в автосалон и закажет машину с такими стеклоподъемниками, никто не будет вписывать в спецификацию: мне включите, пожалуйста, специальное устройство для инвалидов. Нет, это стандартное сейчас оборудование для машин. И бывает обратный процесс, что, например, в качестве универсального дизайна было предложено использовать звуковые приставки на светофоре, которые сделаны для того, чтобы незрячие могли понимать, зеленый сигнал светофора сейчас или красный. То
То есть, когда сигнал красный, то, скажем, светофор может там пикать так пи, пи, пи. А если зеленый сигнал светофора, то звук ускоряется. И изначально казалось, это же так удобно, что не только этим могут пользоваться те, кто не видят, но это удобно молодежи, которая смотрит в телефон, не смотрит по сторонам и при этом может переходить дорогу, не глядя на сигнал светофора, зная, что сейчас это безопасно. Ну и даже для обычных людей, которые разговаривают между собой, они могут не смотреть на светофор, а в момент, когда светофор стал быстро сигналить, значит, нужно перемещаться. Но при этом оказалось, что сам по себе сильный звук, который они издавали, и этот звук был 24 часа в сутки, он начал раздражать людей, которые проживают в близлежащих домах. В Испании люди даже их из винтовок выходили и расстреливали, потому что люди хотели тишины и спокойствия, а у них с утра до вечера и всю ночь работал этот звуковой светофор. Это не означает о том, что раз не получилось, что мы забыли об интересах незрячих людей. Это лишь означает, что предлагаемая технология оказалась не универсальной, она создает проблемы, она является все-таки специальным дизайном, но не универсальным дизайном. И поэтому во всем мире сейчас пошел переход на другие технологии. Если вам интересно, почитайте, какие страны каким путем пошли для того, чтобы избавиться от этого раздражающего звука. И нужно еще понимать, что универсальный дизайн сам по себе изначально не появляется. Если такой задачи не стояло изначально, то никаких чудес не бывает. Я всегда думала, что великолепный iPhone Стива Джобса случайно получился универсальным, потому что когда он появился, несмотря на то, что слепые не так много имеют денег, но они стали в первую очередь переходить на айфоны, которые давали новые возможности. И я читала на одном из сайтов, американском сайте организации слепых, где было написано: еще никогда не было такого замечательного времени, чтобы иметь проблемы со зрением. Незрячие люди получили великолепный доступ к информации. Это понятно, что для пожилых людей это было сложно, но молодежь активно стала этим пользоваться, и сейчас им не нужны помощники, они могут работать, они могут общаться, потому что в айфоне заложены возможности для самых разных людей с инвалидностью, и в общем, это устройство заменило огромное количество предметов, которые им выдавали по индивидуальной программе реабилитации, и упростило им жизнь. Но, как оказалось, это требование универсального дизайна Стивом Джобсом было заложено изначально. Поэтому iPhone так дорого стоит. В нем слишком много задач решало это устройство. Но, тем не менее, благодаря появлению такого устройства, другие производители на других платформах стали копировать эти идеи. И поэтому сейчас пользуются не только айфонами, но и андроидами незрячие, но все равно все-таки iPhone опережает эти тенденции, потому что они все время ставят задачи и обновляют с учетом людей с инвалидностью. Я не буду рассказывать о принципах универсального дизайна, вы их легко найдете в интернете, почитайте примеры, об этом много говорят и известно, но хотела подчеркнуть, эти принципы были первыми зарегистрированы в мире, и это именно принципы американские, которые зарегистрировала группа Рональда Мейса. Там было, по-моему, 7 разных архитектурных организаций. Но универсальный дизайн в мире развивается по-разному. В каждой стране есть свое видение, свои подходы, поэтому в Испании другие принципы, там, в других странах другие принципы. Просто вот эти более распространены, а на самом деле вы потом можете, как бы, если начнете этой темой заниматься, этих принципов, ну, они по-разному бывают. Значит, критериями универсального дизайна, например, является минимизация энергозатрат для любого человека при пользовании там первозданным сооружением. Что это означает? Люди не должны уставать при пользовании окружающим пространством. Человек не должен совершать однообразные движения, повторяющиеся, например, идти по ступенькам. Это однообразное повторяющееся движение. Он не должен затрачивать большие усилия. Если весь день ходить по высоким бордюрам, преодолевая высокие бордюры, поднимаясь по лестницам, то к концу дня уже будут колени болеть,
так как люди сейчас живут долго, то часто начинают менять тазобедренные суставы, меняют колени. То есть мы дожили до такого возраста, когда уже начинают разрушаться суставы, а человек продолжает жить, и суставы надо заменять. Поэтому среда говорит о том, что нужно беречь человека и не давать ему ненужную нагрузку. Идеальным, и еще среда должна быть обязательно безопасной, чтобы не было травм. Падение с высоты– это травмирование. Идеальным таким примером зданием с точки зрения универсального дизайна является одноэтажное здание, у которого вход с уровня земли, широкие дверные проемы, все широкое, и в этом здании будет удобно всем. Скорость попадания и выхода здания, затраты энергии, они будут минимальными. И поэтому именно торговые центры на сегодня одноэтажные, они наиболее близко приближены к этой идее универсального дизайна, там очень большие пространства. Хочу на примере транспорта показать, чем отличаются три разных подхода. Это универсальный дизайн, доступная среда и специальный дизайн. Скажем, если для передвижения людей, инвалидов, опорников, запустили технологию социального такси, это вспомогательная технология. Почему она вспомогательная? Потому что она ориентирована, то есть ассистивная вспомогательная технология, она ориентирована на обслуживание конкретных людей по заявкам. Это такси приезжает к конкретным инвалидам по заявкам и возит его куда надо. Остальные люди пользоваться этим такси не могут. Это узкая группа людей, которым это разрешено. И вот это называется специальный дизайн услуги. Если мы берем автобус и оборудуем ее подъемником, который можно закрыть или открыть, то это яркий пример создания доступной среды вот в том и в российском понимании, и в понимании зарубежном. Доступная среда– это когда мы выделяем какую-то конкретную категорию за границей, это опять-таки вот колясочники, и создаем для них доступ, при этом не заботясь о интересах других людей. Получается, что если колясочник подъедет, ему этот пандус откроют, то есть платформа, а если придет человек на костылях, или беременная женщина, или с детской коляской, то они точно так же будут передвигаться по ступенькам, которые в этом автобусе, потому что открывание подъемника– это достаточно длительный процесс, он отнимает время. И самое главное, что когда двери открываются, то тот микроклимат, который создан внутри помещения, он начинает портиться. Если это зима и в салоне автобуса было тепло, то тепло уходит. Если это жара и там был кондиционер, то, соответственно, холод уходит. И самое главное, что необходимо увеличивать количество автобусов на линии, потому что посадка-высадка колясочников начинает тормозить движение, и, соответственно, скорость передвижения всех людей по маршруту, она тоже замедляется. Получается, что учли интересы одной категории, но при этом все остальные граждане пострадали. Хотя людей на колясках в обществе не так много, их реально не больше 0,2% от всего населения. И в целом вообще людей с инвалидностью, вот я не беру ментальную инвалидность, потому что их больше всего, а вот категории там инвалиды по слуху, по зрению, колясочники, их не очень много, опорники все-таки вот их побольше, и самое большое число инвалидов– это люди с ментальными нарушениями, у которых не видно инвалидность. Если мы возьмем универсальный дизайн, то вот именно такие автобусы будут востребованы. Они будут существовать как бы всегда, потому что все заходят и выходят одновременно. Ну, как бы выходят через один вход. При этом в этом общественном транспорте нет ступенек. Если он еще припосаживается, так как это принято, то, соответственно, люди заходят фактически без ступенек. Конечно, это еще не полноценный, не идеальный дизайн, потому что здесь возникает необходимость помогать. Все-таки ассистивная технология срабатывает для колясочников. Все равно идет затраты времени, но откинуть платформу не так, пандус не так долго, и даже если есть помощник, то можно без особых проблем помочь быстро заехать внутрь автобуса. И вот такие низкопольные, комфортно удобный транспорт, он как раз хорош тем, что ускоряется процесс движения и климат внутри не портится. То есть вот такие будут автобусы всегда востребованы. Но вопрос.
Отказаться нам, что ли, тогда вот от этих автобусов с подъемниками, которые относятся к категории доступной среды? Нет. Когда мы создаем среду, нужно быть гибкими. Нужно учитывать конкретную ситуацию, финансовые возможности, этап развития, бюджеты, там, национальные особенности. Поэтому нужно гибко подходить к этой ситуации. Где его можно использовать? Конечно, его не надо использовать, этот транспорт, на маршрутах, маршрутных автобусах, там, на маршрутах, которыми пользуется все население города. Но такой транспорт может приобрести какая-то общественная организация, либо юридическая организация. Почему он выгоден? Потому что там нет скорости движения, нет графика движения автобусов, и э, есть всегда время загрузить людей на колясках, то есть это никак не влияет на жизнь других людей. А самое главное, такой автобус стоит на порядок дороже, чем низкопольный. Низкопольный автобус – это сложно дорогая технология, поэтому его закупать сложно. И как промежуточный вариант, да, возникают вот такие автобусы. Но они все равно будут выпускаться, использоваться затем еще. Такие автобусы, например, я была в Швеции, такие автобусы закупают для междугородных перевозок. Здесь тоже никаких сложностей. Низкопольный автобус, его не очень хорошо удобно использовать на междугородных перевозках, потому что бывают дороги неровные, бывает плохо зимой чистится снег, а у низкопольного автобуса такая низкая посадка, что он, грубо говоря, брюхом или низом автобуса будет просто все срезать, и, в общем, автобус будет портиться. Поэтому для поездок за пределами города удобнее вот такой автобус, у которого высокая посадка, и когда на остановках там идет пауза, люди выходят, заходят, идут в туалет, и в этот момент загрузить человека на коляске или тому, кому тяжело подниматься на костылях, это никак не мешает остальным людям, поэтому они также будут использоваться. Важный момент. Концепция универсального дизайна предполагает отсутствие изоляции разделения отдельных групп пользователей. Что это такое? Мы должны быть как все вместе. Это вот пример из моего города. Вот такая была недоступная среда. Строители делали тротуар. Это было два раздельных проекта. С одной улицы тротуар тянули, с другой. И была ошибка в проекте. Неожиданно оказалось, что тротуар не соединился в единое полотно, и появилось две ступеньки. Ну что в таких случаях, конечно, решили строители сделать? Они бы сделали вот такой вариант, условно говоря. То есть они оборудовали его пандусом, оборудовали, как положено, там, перилами с двух сторон для удобства, для универсальности. Но при этом обратите внимание, что это пространство, которое опять-таки разделяет людей по признаку возможности. Семья, например, шла вместе, вот там сзади далеко видно идут люди, и когда они подходит к этим ступенькам, то семья, например, разделяется. Тот, кто может, идет по ступенькам, идет там в одну часть. Если человек там с детской коляской или инвалид на коляске, или колени болят, он идет по пандусу. То есть это идет движение в сторону универсального дизайна, но на данном этапе мы можем это назвать доступная среда. Мне удалось строителей уговорить вот на такой вариант. Конечно, это требует увеличения объема работ, масштабов. Пришлось снимать, делать пологий уклон. Даже не совсем ровненько, можно сказать, красиво получилось, но получился универсальный дизайн. И я думаю, что по цене строительство пандуса и вот выполнение вот такого общего пространства, наверное, были бы по цене одинаково, но вот это как-то было, ну, неохота было строителям разбирать уже выполненные ступеньки, и тем не менее вот это называется универсальный дизайн. Удобно для всех, и потоки все идут вместе. На самом деле учет интересов, создание удобного общественного пространства – это достаточно сложный процесс, в котором масса нюансов. Например, казалось бы, какая проблема поставить забор? Оказывается, что даже тень от забора иногда преподносит совершенно неожиданные сюрпризы. Вот с такими нюансами приходится сталкивать архитекторам. Универсальный дизайн говорит о том, что необходимо учитывать разнообразие пользователей, ситуации, гибкий подход. Когда мы принимаем решение, мы должны учитывать, не просто копировать то, что
вы увидели в какой-то стране или в каком-то городе, нужно понимать, насколько этот вариант подходит для данной вашей конкретной ситуации. Если, например, это где-то, мы говорим там вход с уровня земли, что это самый удобный, но если человек живет в Якутии или в Канаде, где вечная мерзлота, то там вход с уровня земли физически невозможен. Там первый этаж начинается с высоты 1,20 м, все здания стоят на сваях, потому что там вечная мерзлота, и нельзя подтапливать землю, иначе все здания начнут проваливаться, как в болото. Поэтому гибкость подхода говорит о том, что не надо все делать одинаково. Ищите свои варианты, которые подходят именно конкретно для вашей ситуации. Почему-то периодически у меня не работает мышка. Значит, если мы будем учитывать интересы самых разнообразных пользователей, то возникает вот такая картинка. Возникает такое понимание, давайте у каждого узнаем, какая, например, ему высота удобна баскетбольного кольца, и для каждого сделаем, то есть сделаем много-много баскетбольных колец, чтобы каждому было удобно. Вот это неправильный подход. Это подход называется «будем учитывать», я грубо так говорю иногда, хотелки и желания каждого. У нас общественная среда, которая касается всех, и такие решения, они не гармоничны и не целесообразны. Универсальный дизайн работает на общем, а не на личном уровне. Поэтому это, опять-таки, не вспомогательная, не ассистивная технология, когда мы подстраиваемся под каждого. Когда приходят люди с инвалидностью и говорят: ой, как неудобно и плохо сделали, а вот давайте вот так сделаем, мне вот так удобно, хочу, чтобы, например, перила были вот не на этом уровне, а на этом уровне в туалете. Ему говорят: ну, вообще-то у нас есть нормы, мы по нормам сделали. А он говорит: но мне-то ведь так удобно. Удобно нужно делать так, как у тебя вот есть частная твоя квартира, твое личное пространство. В этой квартире ты будешь делать, как тебе удобно. Но когда речь идет об общем дизайне, мы должны найти какие-то единые решения, чтобы охватить максимальное число пользователей, но при этом мы не должны удовлетворять личные пожелания каждого человека, не обязательно человека с инвалидностью. Исходя вот из этого понимания, что такой пример из жизни. Мы однажды обсуждали адаптацию очень сложного старинного особняка двухэтажного и просили, что там был обеспечен доступ на второй этаж, лифт или подъемная платформа. И владельцы здания категорически отказывались этого делать. В этом обсуждении разработки этих заданий участвовала социальная защита. И, соответственно, в какой-то момент руководитель социальной защиты сказала: но мы же, говорит, вот закупаем сейчас коляски, которые шагают по лестнице. Да, сейчас в России выпускают такие тяжелые большие коляски, которые могут подниматься по лестнице и спускаться. Их закупают и раздают инвалидам. Говорит: а может, вот мы не будем вот это вот выяснять отношения? Давайте вообще всем инвалидам купим такие шагающие коляски и не будем заниматься доступной средой. Вот это совершенно искреннее желание помочь людям. Во-первых, это дорогое удовольствие, это не дешевая коляска, но в конце концов можно каждому купить, я не знаю, там космические корабли, все что угодно. Нужно быть реалистами. И во-вторых, это ассистивная вспомогательная технология. Не каждому инвалиду нужна шагающая коляска, не в каждую квартиру она зайдет. Ее где-то надо хранить. Это достаточно громоздкая и неудобная коляска, которая фактически объединяет обычную удобную коляску и гусеничную подъемную платформу, которая помогает там подниматься по лестнице. Поэтому не надо пытаться заменять удобный дизайн вот персональными решениями для каждого. При этом, когда мы раздадим инвалидам на колясках вот эти шагающие коляски по лестницам, а что будут делать пенсионеры, а что будут делать люди на костылях? Для них-то среда останется недоступной. Для того, чтобы среда была удобной, нужно привлекать пользователей со всего общества. Но пока мы для этого не дошли, в США уже есть такие лаборатории универсального дизайна, где любую технологию тестируют с точки зрения удобства самых разных людей и смотрят возникающие конфликты или рекомендации. Если мы говорим сегодня о создании именно доступной среды, то, конечно, нужно привлекать людей с инвалидностью, чтобы узнать их реальные потребности.
И вот этот лозунг «Ничего для нас без нас», он, соответственно, работает. Колясочник, конечно, скажет: советую вам присесть, а потом начать конструировать доступную среду. Но что происходит по факту? Я хочу рассказать о том, как коммуницировать, привлекать людей с инвалидностью. Приходим мы в торговый центр, у нас было мероприятие большое для инвалидов-колясочников, и перед этим мы смотрим, насколько все доступно, насколько будет удобно. Привозили мы колясочников в торговый центр, там до 60 человек одновременно. Это была такая акция «День свободного движения» для продвижения идеи того, что люди на колясках такие же граждане, и нужно привыкать к тому, что они есть. И вот в большом количестве приезжали и такие праздники проводили. Мы смотрим, что поручни поставлены с двух сторон. Это очень как бы для нас странное решение, потому что инвалид на коляске пересаживается на унитаз сбоку. И поэтому, с одной стороны, в нормах написано, что либо поручня не должно быть, либо он должен быть откидным. Со второй стороны, он может быть фиксированным. То есть, если нет подхода сбоку, то на унитаз пересесть невозможно. Тот унитаз, то есть поручни, который я вначале показала, на него удобно пересаживаться, если ты можешь вставать на ноги. Ты можешь встать, развернуться и присесть. Но для обычного колясочника это невозможно. И поэтому мы сказали, что нет, так не пойдет. Ну вот предложили такой вариант, и очень удачно как бы поручни срезали, но вот остались вот эти два отверстия, и все было на празднике правильно. Вопрос задаем. Почему вы решили сделать так? А мы, говорит, позвали знакомого инвалида на коляске, который тут у нас часто приезжает, попросили его совета. Он пришел и сказал: не надо делать никаких откидных поручней, они качаются, шатаются, неудобно. Хочется иметь надежную опору, потому что этот колясочник, он пользовался коляской, но он мог вставать на ноги. Если человек ходит на костылях, конечно, ему удобнее дома поставить два поручня жестких с двух сторон. Это надежно, это безопасно. Но если мы в общественном пространстве, нужно делать так, чтобы было удобно и тем, кто на костылях, и тем, кто на колясках. То есть здесь даже в опорно-двигательном аппарате внутри вот этой категории возникает конфликт. О чем это говорит? О том, что у каждого человека с инвалидностью есть свое мнение. Но нужно различать две категории. Есть инвалиды-пользователи, это которых вот как этого пригласили. Что делает инвалид-пользователь? Он рассказывает, попользовался, говорит: вот мне это понравилось, а вот это мне не понравилось, и предлагает свои рекомендации. Вот эти рекомендации собираются, но окончательное решение, как создавать итоговую доступную среду, должны принимать лучший вариант. Ну, конечно, это должны принимать решения профессионалы, это в первую очередь архитекторы, но самый хороший вариант, когда в партнере у него будет инвалид-эксперт. То есть это человек с инвалидностью, который занимается этим профессионально и знает вопрос на уровне архитектора в части вот именно создания доступной среды, универсального дизайна. Это узкий специалист большой практикой, с большим опытом, который умеет конструктивно мыслить и находить решения, какие-то взвешенные, гармоничные, которые бы устроили всех. Просто приходить и слушать мнение инвалидов и делать под него – это большое как бы нарушение. И при создании доступной среды универсального дизайна, да, вы будете учитывать принципы, но нужно понимать, что в этот момент нельзя нарушать требования пожарных норм безопасности, санитарные нормы, экологичные нормы. И с этим я лично сталкиваюсь постоянно. Почему? Например, приходит инвалид, отремонтировано новое здание социальной защиты, и построен пандус, и начинает писать достаточно агрессивные письма. Зачем вы сделали, что вы построили пандус, молодцы. Почему у вас дверь открывается наружу? Я когда приезжаю зимой, мне трудно, у меня плохо работают руки, я на электрической коляске, и мне сложно открыть дверь, потому что там снег, его надо убирать, и это почему нельзя сделать, чтобы дверь открывалась внутрь? Тогда бы я просто ударом коляски открывал дверь, и мне было бы легко. С улицы заезжать сложно, изнутри не так. На что как бы ему ответили по нашим нормам пожарным:
дверь должна открываться обязательно на улицу. То есть если какой-то внутри здания пожар, то все бегут на улицу, выдавливают дверь на улицу, и все спасаются. Если дверь будет открываться внутрь, то вся эта толпа людей, она просто запрет возможность выхода на улицу. Это говорит о том, что человек, конечно, может придумать все, что угодно, почему бы не посоветовать, но окончательное решение за теми специалистами, которые в этом понимают. Или, например, иногда на лестницах просят установить поручень для удобства подъема, но выясняется, что лестница настолько узкая, что если поставить поручень, то она станет уже, чем это позволяет нормы пожарной безопасности. Поэтому нужно все-таки к этому относиться, ну, то есть спрашивать, советоваться, изучать потребности, но окончательное решение все-таки за профессионалами. Доступная среда, значит, универсальный дизайн, мы подходим к финишу, это недоступная среда. Доступная среда, она определяется вот на сегодня теми строительными нормами и правилами, которые приняты. Они определяют те минимальные стандарты, которые установлены на сегодня в обществе, ниже которых делать нельзя. Поэтому, когда вы берете, например, строительные нормы и правила, выходите на объект и заполняете табличку, там, высота поручня, ставите галочку, там, правильно, неправильно, в этот момент вы оцениваете качество доступной среды. Но важно, чтобы все-таки те нормы, которые есть, они выполнялись не по желанию, а они были обязательны для конкретных ситуаций, конкретных объектов, там, где от этого нельзя отступать. Иначе этого минимального стандарта в обществе не будет. Например, на сегодня разрешается до сих пор делать в туалеты узкие двери, в которые не проходит инвалидная детская коляска. В Европе эти узкие двери запрещены. Если у нас дверь в туалет может быть ширина полотна 60 сантиметров, то в Европе минимальная ширина полотна 80 сантиметров. Ой, 60 наврала. Если у нас разрешается полотно шириной 60 сантиметров, то в Европе минимальная ширина полотна 70 сантиметров, потому что именно в такую, потому что в более узкую дверь не проходит вообще никакая коляска, и поэтому в нормы сделан шаг навстречу продвижению к универсальному дизайну, и получается, что заложены минимальные нормы, которые уже учитывают интересы людей на колясках. Универсальный дизайн это процесс непрерывного совершенствования. Как только появляется что-то новое передовое, мы тут же запускаем это в работу. То есть если строить все по принципам доступной среды, мне это напоминает обычные панельные дома. Вот мы их сложили как карточные домики и все время строим новое здание и снова, и снова получаем панельный дом. Универсальный дизайн – это когда мы построили один кирпичный дом, так как мы считали нужным, потом посмотрели, какие были ошибки, что понравилось, что не понравилось. В следующем доме он может быть похож на предыдущий, но в нем появляются какие-то новые элементы. И вот этот процесс непрерывного совершенствования, это как раз говорит о том, что мы никогда не знаем, что такое идеальный универсальный дизайн, нет этой верхней планки, но мы должны все время двигаться в сторону удобства для всех. И пример такой, если первый я показала низкопольный автобус, что он был удобен, но там надо было обязательно откидывать платформу для коляски, то есть все-таки не высшая планка, то на сегодня уже в Европе много ходят низкопольных автобусов, у которых водитель нажимает кнопочку, и из-под двери автоматически начинает выезжать пандус только в средней двери. И после того, как пандус целиком выехал, только после этого открываются двери. Ну вот это из Парижа в Париже, там, скажем, в Риме, везде такие автобусы ходят. Казалось бы, универсальная технология, но я все время говорю о гибкости. У нас, например, в зимнем регионе мы такие автобусы покупать не будем, потому что при низких температурах вся техника, вся гидравлика замерзает. И если этот автобус где-то проедет рядом с каким-то сугробом и зацепит, то есть он может повредить, вот край может повредиться об лед, может забиться льдом, не сработать. То есть в зимних регионах вот такие технологии не работают. Поэтому для нас лучше механическое откидывание. Даже механические пандусы
ломаются, если их не обслуживать, поэтому нужен гибкий подход. Какое новая идея, например, предлагает на сегодня универсальный дизайн? Это Беркли. Это центр, который был создан как в Америке как эталонный, который показывает принцип универсального дизайна и показывает, какие возможности возможны, какие можно предложить для общественных зданий и технологий. И вот одна из технологий, у них в лифте установлены еще кнопки для ног. Это для тех людей, у кого не работают руки. И я думаю, что это технологии, которые, возможно, сейчас начнут продвигать, потому что коронавирус показал, что автоматически открывающие двери – это прекрасно, а вот нажимающиеся руками кнопки – это не очень хорошо. И я думаю, что возможность нажать ногой на кнопку гораздо лучше. Или же, например, у человека в руках тяжелые сумки, ему тоже удобнее нажать ногой. Таким образом, мы подводим итог. Доступная среда – это удобство для отдельных категорий людей с инвалидностью. Опять-таки, незрячие, там, глухие и так далее. А универсальный дизайн – это доступная среда для всех, отсутствие дискриминации. И поэтому универсальный дизайн называют инструментом реализации прав человека, потому что первый принцип – это принцип равноправия. Я для себя еще придумала такую терминологию, которую считаю, тоже нужно, то есть такое определение, которое можно добавлять, что универсальный дизайн – это наука о том, как договариваться и создавать комфортную и дружелюбную среду для всех. Если архитекторы не подумают о гармоничной и некомфортной среде, то сама среда или то здание, как оно было построено, оно заведомо будет создавать будущие конфликты. То есть вот то, что я показала на сегодня, недоступные жилые дома, в которых инвалиды пытаются поставить какие-то откидные типа пандусов, это уже база для будущего конфликта. Если бы вход изначально был доступен для всех, то конфликтов не было. И есть вот эта вот картинка, которая мне нравится, это из Барселоны. И там есть такой фонд, который называется Design for All, дизайн для всех. И они такую нарисовали картинку. Когда мы создаем комфортную среду, важно, чтобы она была, то есть думаем об универсальном дизайне, он очень важен 10% населения. Это речь идет конкретно о людях с инвалидностью. Нужен он 40% населения. Это европейские цифры, это люди, которые включают маломобильные граждане. А удобно должно быть для 100% населения. Оно должно быть, но сделать это достаточно сложно. Это очень сложный процесс постоянного анализа, изучения технологий и поиска новых вариантов решения. Если на сегодня звуковая приставка на светофоры не сработала, значит, мы не закрываем эту тему, мы продолжаем над ней работать, но мы переходим, как на сегодня переходит, на ассистивные технологии, как с бабушкой, которая надела наушники. Сейчас идет технология, это использование персональных устройств, например, сотового телефона, который может подсказать незрячему человеку, какой сигнал светофора, какой подошел автобус, но при этом окружающие люди этого не слышат. И еще немножко хотела показать, еще мне 2 минутки. Необходимо различать универсальный и специальный дизайн. Значит, требования к специальным учреждениям, специальный дизайн, они отличаются от требований к общественным зданиям для всех. Специальный дизайн – это здание, где живут люди какой-то формы инвалидности или разной формы инвалидности. Этот дизайн – это совсем не тот дизайн, который может быть в общественном пространстве. Как обычно создают доступную среду? Находят фирмы, которые занимаются этим, заходят на сайт и смотрят, что они продают и что они предлагают. Вот мы заходим на сайт. И они говорят, что мы знаем все, мы можем вот это продать, вот это сделать, мы как бы эксперты в этой плоскости. Когда мы смотрим на эту картинку, мы видим очень много желтого. Просто какое-то безумное количество желтого цвета, тактильные полосы. И
пространство визуально очень сильно перегружено. Желание взять резинку и все это стереть. Если вы ездили, ну, как бы были за границей, там ведь тоже думают о комфорте, об удобстве. Но вот такого перегруженного пространства вы нигде не видите. Зачем перед пандусом делать тактильную полосу? Это была ошибка в российских нормах в одном из рекомендательных правил. Потом от нее ее убрали, потому что опять идет конфликт между слепыми и между колясочниками. Незрячим людям нужна рельефность, какая-то тактильная разница поверхности, и для них вот делают там, скажем, как пример, вот эти плиточки с пупырышками. А для колясочников нужна ровная поверхность, не создающая вибрации. И вот здесь вот нужно учитывать конфликты интересов и делать выбор в какую-то сторону. Дальше мы посмотрим. Но это как бы у нас речь шла снаружи. Всегда ли нужны в таком количестве снаружи вот эти тактильные полосы именно в таком виде? То есть, но когда мы смотрим следующие картинки, опять-таки примеры на сайте, мы видим бесконечное количество тактильных полос внутри здания. Внутри здания тактильные полосы не делаются. Это редкое исключение для социально значимых зданий, где очень большой поток людей. Это может быть, например, аэропорт, вокзал, это может быть железнодорожный, то есть вокзал, автовокзал. Но внутри помещения направляющие не делаются, потому что сложно ориентироваться на улице в открытом большом пространстве, где нет ориентиров. Но если на улице, например, есть ориентиры, это человек идет по тротуару, незрячий, он же, конечно, чувствует разницу. Вот здесь вот асфальт, а здесь газон. По идее, ему вообще не нужно направляющий в таких ситуациях, когда есть за что, как ориентироваться. Внутри здания есть стены, есть углы, повороты. Ну, это большой поток информации. Есть как бы возможность ориентироваться. А вот эти все направляющие, они все запинаются. Визуально это просто перегрузило. Вопрос, почему желтый цвет? И, в общем, получается, что люди, которые продают, они не являются экспертами. Их задача, они бизнесмены, они делают деньги на этом. Их задача увеличить объем прибыли. Кто-то скажет, как можно создавать коммерцию на решение социальных задач. Почему нет? Инвалидные коляски продаются за деньги. Доступная среда – это тоже заработок конкретных фирм, которые работают просто более в социальном направлении. Но это тоже бизнес. Поэтому никогда не надо окончательно верить тем, кто продает. Это такие же продавцы. Нужно обязательно привлекать экспертов, либо из числа архитекторов, либо из числа людей с инвалидностью, но не верить полностью продавцам. Заходим в туалет. Вот зачем было раковину перегружать такими ограничениями? Вот попробуйте сейчас руки помыть. Но это ладно, как бы вот они все это поставляют, считают, что они вот с этим разбираются. Зачем внутри туалета для инвалидов желтый цвет? По нормам, как бы, этот туалет делается для тех, у кого физические ограничения и кто не может заехать в обычный узкий туалет. В немецких нормах даже говорится, что незрячие люди предпочитают пользоваться обычными туалетными кабинами, потому что они понятны интуитивно, они небольшие, в них чувствуются контуры. В большом туалете для инвалидов ориентироваться сложнее, но при этом они туда ходят только в основном из-за того, что там шанс того, что будет чистый унитаз, и там есть вода обязательно в кабине. Вот это стимулирует иногда слепых все-таки поискать туалет для колясочников, ну, туалет для инвалидов. Хотя, если это находится очень далеко, все-таки проще, чем зайти в обычный туалет для обычных людей. Опять вопрос, почему желтый? И вот хотела последнее сказать, что универсальный дизайн – это создание эстетичной, красивой среды, интеллигентной. И концепция универсального дизайна предполагает отсутствие видимых элементов доступности для отдельных категорий инвалидов. Важна уместность и органичность. То, что вам предлагают, это имеет право на существование продавцы, но это как раз специальный дизайн. Можно перегружать пространство как угодно.
если это учреждение, в котором находится много людей с определенной формой инвалидности. То, что мы видели, это, скажем, может быть какая-то школа для слепых, но я думаю, что даже в школе для слепых такого количества э, тактильных полос и чего-то не будет, потому что если человек знает это пространство, в нем постоянно находится, ему не нужны ни таблички, ему не нужны никакие направляющие, потому что он просто его изучает и знает. Поэтому, когда вы видите вот такое предложение, не верьте, что это правильно. Это специальный дизайн, а наша задача создавать универсальный дизайн, среду, которая не раздражает. Но сейчас еще быстро покажу. То есть важно создавать не цвет, а контрастность. Вот что такое контрастность? Этот текст мы видим плохо, а вот этот текст мы видим хорошо. Чтобы было хорошо видно всем слабовидящим, те, которые видят цвет, или те, которые не отличают цвет, у них очень остаточное зрение, им нужно создавать контраст. Если вы на белую дверь наклеите желтую полосу, которую рекомендуют, ну вот эти еще желтые кружочки на дверях, вот это вот засилие желтого цвета, это ярко выраженный специальный дизайн. Ну, то есть мы пока, ну, у нас как бы идет болезнь роста, от этого потихонечку уйдем, но должны переболеть. Россия этим пока болеет сильно. На самом деле никакой контрастности она не создает. То есть белое и желтое – это сочетание не контрастное. Это то же самое, как, ну, вот приблизительно. Представьте, что у вас была бы желтая стена, и поставили бы в нее в желтую дверь и сделали бы желтую окантовку. Это все сливается в единый. Вот получается, что вот это ярко выраженный специальный дизайн. Вот смотрите, мы сделали позаботились о людях инвалидности. Это неправильно. Вот это универсальный дизайн, причем вот это максимальная контрастность. Максимальную контрастность дает не желтый цвет в сочетании там с каким-то другим. Максимальная контрастность по сочетанию дает черное и белое. Именно вот лучшей контрастности не бывает. Мы не видим здесь никаких нагромождений. У нас просто идут светлые стены, и на светлом фоне мы видим черные двери. Красиво, стильно. И мы даже видим, как плинтус сделан контрастно обработан. И это универсальный дизайн. Или же не обязательно черный. Опять темные двери на светлом фоне, контрастные таблички. Вот это интеллигентный дизайн. Правильный дизайн, когда вы приходите в здание, вам дают экскурсовода, и он рассказывает, что где предусмотрено для людей с разной формой инвалидности, но вы это не видите и не понимаете. Ничего не кричит, ни цвет, ни само помещение, ничего вызывающее не бросается вам в глаза. Мы живем в обычном мире, гармоничном и красивом. Поэтому, если вы выделяете ступеньки, не обязательно желтые. Если ступеньки серые или белые, желтый цвет по краю, он не виден всеми слабовидящими, виден только отдельным категориям. Вот так у нас это делают, вот такого делать не надо. Ну, наверное, на этом закончим, потому что мы уже по времени перебрали, и на этом я, наверное, остановлюсь.